Ініціатором акції выступило Міністерство природних ресурсів і аховы навакольнага асяроддзя при падтрымцы праграмы развіцця ААН у Беларуси и проекту международной допомоги ПРОААН. Город Брест – это один из городов, который действительно перспективный, смотрит на сохранение и размножение непосредственно экосистем и сохранение непосредственно на территории города Бреста. И мы надеемся, что данный проект позволит не только нам сохранить, но и примножить возможности города Бреста в экологическом направленности. Достаточно сложно переоценить, что нам несут вот эти городские зеленые зоны, деревья. Это и борьба с загрязнением воздуха, это и борьба с изменением климата, вопросы, связанные с сохранением биоразнообразия. Это позволяет также привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды, к вопросам устойчивого городского планирования, которое дружественное для людей. Долучилися до экалагічнай падзеі кіраўніцтва в области и города, представники молодежных организаций, предприемств и установ. Мы еще до конца года сможем высадить более 5000 деревьев. И особенно я обращал на это внимание, что у нас не хватает деревьев в новых микрорайонах, которые строим вот такой, как здесь. Видите, фактически жилья очень много, да? Строим много многоквартирок, а растительности здесь нет. Поэтому очень актуально вот именно в таких новых микрорайонах заниматься высадкой деревьев, ну и в целом растительности. Экалагічна прывабнай такой стратегии прытрымліваецца Брест. Ён стаў першым горадам у краіне, дзе рэалізуецца канцэпцыя сімбіасіці. Адной са знакавых зеленых зон областного центра и стане парк тысячагоддзя. Минприрода выбрала нас, и мы их ожидания, скажем так, в жизнь притворили. Концепция, она есть, мы долго учились, ездили у других стран, смотрели, но в конце концов ее сделали. Всего в парке по проекту, вот, по которому мы работаем, примерно 700 деревьев, получается, надо, чтобы росло. Мы уже больше половины объема деревьев, зеленых насаждений в парке уже высадили за счет спонсорских, скажем так, средств. Падчас акцыі працавалі інтэрактыўныя пляцоўкі, на якіх можна было пазнаёміцца з экалагічнымі праектамі ПРОААН. Гэта экаманіторинг, зеленые города, ветленд и ветроэнергетика. Суть проекта – это работа с общественностью на всех уровнях для того, чтобы привлечь общественность к принятию экологически важных решений. И второе важное направление нашего проекта – это развитие экологического просвещения и образования экологической направленности. И мы развиваем такое направление, как зеленые школы. Вученицей такой зеленой школы является Алена Татарчук. Знать, как можно помочь нашему городу, нашей стране, чтобы экология улучшалась, это очень полезно для каждого человека. Сортирую мусор, я больше выращиваю комнатных растений, чтобы все-таки кислород какой-то был дома. Уже ў наступным годзе пасаджаныя дрэўцы парадуюць брастаўчан зеленым убраннем, а ўжо праз некалькі гадоў гаражане будуць гуляць па утульных алеях новага парка. Змяняецца зеленае аблічча і ў іншых частках рэгіёна. З пачатку года ў населеных пунктах Брэсцкай вобласці высадзілі больш за 30 000 дрэў і кустоў. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».